Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о ночном конфликте на улице Лукина. Вот телефон отобрал у тебя, забрал, забирала, нет? Забирала. И почему его участники имели противоположные мнения о произошедшем. Ты кто такой там? Я слышу. Я тебя вообще вшатаю. Пришел в ярость из-за отказа дать ему деньги в долг. Марина прибежала и вот увидела, что она лежит уже вся в крови. В Казани будут судить 60-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве соседки гвоздодером. И хроника дорожно-транспортных происшествий. Оба на зеленый ехали. Никто ничего не признает. Не разговаривали даже. Об этом и не только. Прямо сейчас. Несколько нарядов патрульно-постовой службы, автоинспекторы и сотрудники Росгвардии прибыли к 41-му дому на улице Лукина. Их вызвал мужчина, сообщивший, что у него отобрали телефон. Впрочем, прибыв на место, стражи порядка увидели совсем другую картину. Какую, расскажет Нафиса Минязова. Полиция в подъезде грабеж заявляет. Откройте, пожалуйста. Силовики были на месте уже спустя несколько минут после вызова. Зайдя в подъезд и поднявшись на 3-й этаж, они заметили 2 мужчин и 1 женщину. По одной из версий, они распивали спиртные напитки и в какой-то момент поругались. Позже полицейским один из них заявил, что второй отобрал у него телефон. Вот телефон отобрал у тебя, забрала, забирала, нет? Забирала, отдал потом. Мужчина жаловался на соседа своей возлюбленной, считая, что он на нее напал. Однако второй участник конфликта имел совсем другую точку зрения. И обвинение в краже телефона всячески отрицал. Мне его телефон не нужен, у меня есть деньги, у меня есть телефон, и живу я на 4-м этаже. Но пожаловаться на вас он хотел, да? Да он алкаш. Мужчина и вовсе считал, что в этой ситуации он наоборот защищал девушку. Когда я Лид ждал, я просто услышал то, что кто-то там крики. Поднимаюсь, думаю, дай-ка пойду пешком, потому что кого-то обидел. И вот поэтому он меня испугался и ушел. Я говорю, ты никогда в моем доме девушку не тронешь, ты понимаешь? В моем доме ты девушку не тронешь. Ты кто такой там? Я говорю, слышь, я тебя вообще вшатаю. И он ушел. Девушка ни своего возлюбленного, ни так называемого героя защищать не стала. А правда, что на вас напасть хотели якобы? Вот мужчина говорит, что вас так защищал. Заявитель на административном надзоре и, возможно, находиться в этом подъезде он даже не имел права. У полицейских были вопросы и ко второму мужчине. У меня есть справки, то, что мне можно передвигаться. У меня есть справки, что я даже 5 суток отсидел. У меня есть справки, которые я вообще научусь стою у нарколога. У меня все есть. И деньги у меня есть. Потому что вы законопослушны или на учете у нарколога состоите? Не стою и что? Состою. Я не употребляю ничего. Я законопослушный гражданин. Да, в одно время согрешил, да, прав лишили. Для дальнейшего разбирательства всех троих доставили в отдел полиции. Возможно, на них будет выписан административный протокол по нарушению самоизоляции. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Одолжил у пенсионерки гвоздодер и им же ее убил. В Казани будут судить 60-летнего мужчину. Как считает следствие, обвиняемый попросил у своей соседки инструмент. Желаемое он получил, но этого ему показалось мало, и тогда предполагаемый злоумышленник захотел денег в долг. Услышав отказ, пришел в ярость. История кровавой бойни в репортаже Айрата Назипова. За что? За то, что на тебя поил, денег не давал. За что? Соседи убитой 74-летней женщины до сих пор не могут поверить в произошедшее. Они не понимают, как мужчина мог напасть на пожилую соседку. Это при том, что пенсионерка постоянно ему помогала и не имела ни с кем конфликтов. Да вообще она золотая женщина была. Я не могу даже вам сказать. Она его поила, кормила, есть ему давала. Он ей как 1002 денег, только доллары. Как считает следствие, в тот день, 2 декабря прошлого года, 60-летний мужчина вновь обратился к своей старой знакомой. Он поругался с сыном и не мог попасть в квартиру, а потому просил у соседки гвоздодер. Получив желаемое, он попытал счастье еще раз и на этот раз хотел взять у нее в долг 200 рублей, но получил отказ. Услышав отказ, мужчина разозлился. Он начал бить пожилую женщину гвоздодером по голове. После избиения пенсионерки он отобрал у нее сотовый телефон и сдал его в ближайший ломбард. Выручка составила 500 рублей. Выходя из квартиры, он забрал с собой ключи и запер дверь. В тот день женщина ждала подругу. Именно она впоследствии и подняла тревогу. На сотовый звонит, не берет, на домашний звонит. Как она же говорит, знает, что я должна прийти. Ну вот потом Маришке позвонили, вот дочке-то. Марина что-то говорит, мама не отвечает. Я говорю, жду, она это сам. Ну и теперь это. Марина прибежала и вот увидела, что она лежит уже вся в крови.
Женщину госпитализировали. Спустя 1,5 месяца она скончалась в больнице. Предполагаемого злоумышленника задержали еще в день нападения. Деньги он потратил на спиртное. При этом причастность к совершению преступления он признал в полном объеме. Следствием собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В суде мужчина будет отвечать по статьям убийства и разбой. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Пожар вспыхнул утром в трехэтажном доме по улице Хасана Туфана. Строение уже давно не жилое. В заброшенном здании часто находятся люди без определенного места жительства. Судя по всему, пытаясь согреться, они разожгли мусор, устроив таким образом пожар. Прибывшие на место огнеборцы оперативно справились с возгоранием. В результате инцидента никто не пострадал. Сделал из седана хэтчбэк. Серьезная авария произошла этим утром на улице Нурихана-Фаттаха. По предварительным данным, водитель «Шевроле Круз» не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения, где его в заднюю часть протаранил автобус. Как объясняли произошедшее водители, услышала Вероника Гайнуддинова. Вправо взял немножко. На пешеходку заехал. Водитель автобуса признается, избежать удара уже никак не мог. Он двигался по улице Нурихана-Фаттаха. По той же улице, но в противоположном направлении ехал «Шевроле Круз». В какой-то момент водитель иномарки потерял управление и оказался на полосе встречного движения. А вы кого-то обгоняли, нет? Или... Да нет, у меня скорость максимум 40. А из чего занесло, думаете? Тут лед был, как бы... Сейчас солнце уже вышло, сейчас нет ничего, не видно. А в то время холодно, и скорость был. За это медленно ехал, что-то, не знаю, случилось сзади, сразу на левую сторону. То есть вас просто на гололеде, получается, задом занесло и да, навстречу? Навстречу вот этот автобус врезался. В салоне иномарки мужчина находился без пассажиров. Пострадавших в аварии нет. У легковушки полностью смялась вся задняя часть. Машину-то будете устанавливать, нет? Или все? Ну, если получится, то восстановлю. Вину в аварии водитель «Шевроле» полностью признал. Вероника Гайнуддинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Honda Civic и Deo Nexia не смогли поделить перекресток улиц Нурсултана Назарбаева и Хади Такташа. После удара узбекская иномарка снесла металлические ограждения. Свою вину никто из водителей не признавал. Их мнение в репортаже Рамиля Шайдуллина. Вы откуда куда направлялись сами? Оттуда налево. А владелец Nexia? Прямо есть. Кто нарушил? Наверное, понятно, кто нарушил. После столкновения обе иномарки разбросало в разные стороны. Deo Nexia и вовсе снесла металлические ограждения. У Хонды была повреждена передняя часть. Тем не менее, участники ДТП не стали обращаться за медицинской помощью. Кто нарушил правила? Оба на зеленый ехали. И никто ничего не признает. Не разговаривали даже. Вы не пострадали? Нет. Никто не пострадал? Нет. Никто из автомобилистов не спешил брать на себя ответственность за произошедшее. Возможно, теперь доказывать свою правоту им придется на детальном разборе в госавтоинспекции. Возможно, немаловажную роль в этом сыграют камеры, установленные на этом участке дороги. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. А на Кировской дамбе столкнулись «Лада» 10-й модели и «Шкода Октавия». Оба автомобиля получили сильные механические повреждения и потеряли возможность двигаться своим ходом. В происшествии никто не пострадал. Водители от комментариев отказались. Лишился колес. «Лада» 10-й модели попала в яму на улице Хади Такташ. Водитель уверен, аварию можно было бы избежать, если бы на этом участке дороги имелось освещение и дорожные знаки. Какой ущерб нанесен автомобилю и как ее владелец собирается отстаивать свои права, расскажет Айгуль Бадруддинова. В общем, ехал с работы. Там, то, что освещения нету, знаков нету. Водитель «Лады» уверен, при наличии освещения и предупреждающих дорожных знаков он бы без труда объехал эти ямы, но пока в темноте объезжал одну яму, не заметил другую. Остановился, выхожу, смотрю, тут боковой порез, диск коцанный, не знаю, там либо метина, либо что. Заднее колесо грыжи вылезло, диск тоже, не знаю с ним что, пока на балансировщике не прокрутишь его, непонятно. Заднее правое колесо тоже грыжи вылезло. Проехав несколько метров, молодой человек налетел на еще одну яму и позже пришел к выводу – ехать дальше уже не может. Это вот первая яма, в которую я попал, то есть здесь глубина где-то сантиметров 10-12, ширина больше метра. Общий ущерб владелец машины оценивает примерно в 20 тысяч рублей. Молодой человек надеется вернуть эти деньги уже в судебном порядке.
Водитель самостоятельно поменял одно колесо и покинул место ДТП без помощи эвакуатора. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.